Готовы? Да, я готова. Добрый Можем день. начинать, да? Мгм. Добрый день, дорогие участники. Сегодня у нас пройдет вебинар на тему «Эмоциональный интеллект» в рамках серии мероприятий, приуроченных к 2-летию точки пения Якутск. Меня зовут Стручков Ергун, я с точки пения города Якутска. Разрешите представить вам нашего сегодняшнего спикера Лора Павлова. Она является психологом Центра оценки и развития компетенций Высшей школы инновационного менеджмента при главе Республики Саха-Якутия. Лора, вам слово. Спасибо большое. Так, давайте я продемонстрирую экран, а вы мне скажите, пожалуйста, насколько хорошо меня видно, слышно и виден ли экран вам. Можете Видно, прямо в слышно? чате написать плюсы, как у участников. Хорошо ли меня видно, слышно и виден ли вам мой экран. Я также буду пользоваться телефоном, чтобы просматривать чат. Так, Юлию все слышно, видно, отлично. Добрый день. Хорошо виден экран, звук хороший. Спасибо большое. Все хорошо. Спасибо большое. Так, прежде чем приступить к основной части, я еще раз хочу поблагодарить каждого из вас за то, что нашли время днем между домашними делами, важной работой, я вижу, учебой, присоединились к нашему эфиру. Самое главное, хочется еще раз выразить огромную благодарность и поздравить с днем рождения наших партнеров, команду «Точку кипения», за возможность провести этот вебинар и за то, что так профессионально подходят к любому мероприятию и дают людям возможность развиваться, обучаться, и это очень круто. Давайте приступим. Сегодня я предлагаю поговорить об эмоциональном интеллекте, и неспроста мы выбрали данную тему, потому что об эмоциональном интеллекте говорят все, и она является действительно довольно-таки актуальной сейчас. Почему сегодня мы это выясним? Так, сразу скажу, что некоторые аспекты мы не сможем полностью охватить, так как в арсенале у нас только 40 минут, но мы все же попробуем. Так. Смотрите, сейчас, пожалуйста, каждый из вас помните традиционные тесты на IQ. Скорее всего, школьники, да, наверное, знают тесты IQ Айзенка. Скорее всего, психологи в школе проводили ее на вас, либо на ваших детях, так как она является одним из важных диагностических методик. Но, к сожалению, данный тест на измерение интеллекта, он не способен предсказать успех человека в личной, общественной жизни и карьере. Отсюда возникает вопрос, да, так что же вот влияет на качество жизни, достижение успеха, да, счастье? И многие психологи считают, что нашли ответ, и речь идет о повышении уровня эмоционального интеллекта. Они утверждают, что каким бы ни были университетский диплом, родительская семья, первые годы счастливой жизни, да, именно умение человека управлять своими чувствами и замечать чувства других, скажется на его способности, допустим, заводить долгосрочные отношения в личной жизни, в бизнесе, приобретать влияние, обращать на себя внимание, возглавлять коллектив, дружить, заводить семью. Это все про эмоциональный интеллект. И если вы зайдете в поисковую систему Google, Яндекс и вбьете понятие эмоциональный интеллект, там будет огромное количество определений. Мне нравится определение, которое дает Дэниел Голман. Пожалуйста, посмотрите. Дэниел Голман — американский писатель, психолог, научный журналист. И если углубиться немного в историю, то в 90-м году исследователи Джон Майер и Питер Саловей, они напечатали небольшую статью в научном журнале, которая называлась Emotional Intelligence. И в ней они охарактеризовали свое представление о том, что такое вообще эмоциональный интеллект. Они обосновали, почему, по их мнению, речь идет именно об интеллекте. Они обрисовали разницу между социальным, эмоциональным интеллектом и тому подобное. Но в 1995 году журналист New York
Нью-Йорк Таймс Дэниел Голман, он выпустил свою знаменитую книгу, бестселлер, которая называется «Эмоциональный интеллект». И она продержалась в списке бестселлеров Нью-Йорк Таймс более 1,5 лет. И вот благодаря вот такому ошеломительному успеху Дэниела Голмана зачастую называли автором понятия, да, данного термина. Но это не совсем корректно. В любом случае, давайте посмотрим, какое определение дал нам Голман. Так. Эмоциональный интеллект — способность выработать для себя мотивацию, настойчиво стремиться к достижению цели, несмотря на провалы, сдерживать порывы, откладывать получение удовлетворения и контролировать свои настроения, да, не давать страданию лишить себя возможности думать, сопереживать и надеяться. Говоря проще, эмоциональный интеллект находится на высоком уровне, когда вы уравновешены в любой ситуации и можете положительно влиять на эмоции других людей. Самое главное — это уметь пользоваться вот это вот «я-сообщениями». Да, вот люди способны артикулировать свои чувства, например, «мне обидно, что наш отпуск проходит так скучно», да, вместо того, чтобы «почему ты снова ничего не придумаешь». Потому что вот первое, то, что я сказала, да, мне обидно, что наш отпуск проходит так скучно, она более осязаема. То есть можно осознать их источник, можно спокойно обсудить дальнейшие действия, да, что можно, допустим, предпринять, чтобы он не был таким скучным. И самое главное, вот не переходя на личности, спокойно, конструктивно что-то решить. То есть нужно пользоваться «я-сообщениями». Угу. Так, идем дальше. Скажите, пожалуйста, напишите либо в чат на вопрос такой: как знания в эмоциональном интеллекте помогут вам в жизни и работе? Мне очень важно знать, как эти знания, которые вы сейчас получите, вам помогут в работе, в жизни. Пожалуйста, напишите в чат, как вы считаете. Светлана пишет: более эффективно взаимодействовать с окружающими. Хорошо, спасибо. У кого еще какие мысли? Как знания в эмоциональном интеллекте, допустим, помогут вам в жизни и в работе? Так. Ирина, Юлия, Феодосия, как вы считаете? Так, Юлия пишет: эффективно построить работу с коллегами и партнерами. Хорошо, отлично. Так. Может, у Петропавловской школы есть какие-то мысли по этому поводу? Как вы считаете, как вам поможет эмоциональный интеллект в школе, в обучении? Так. Так, давайте я до 3 посчитаю, потом уже вернемся. Так, Феодосия пишет: коммуникация с окружающими людьми. Отлично, спасибо. Если у вас возникнут какие-то мысли, вы можете дальше писать в чат. В принципе, понятно, оно может помочь нам и в работе, и в жизни. Отлично. Так, я обязательно скину ссылку на этот тест, вы можете его потом проверить. Какой же у вас уровень эмоционального интеллекта? Сейчас мы это, скорее всего, делать не будем, потому что оно очень немного такой большой и займет очень много времени, но я могу скинуть вам через точку кипения ссылку, либо же вы можете потом у себя после вебинара вбить в поисковике эмоциональный интеллект, тест от Голмана и пройти. Также я предлагаю вам пройти для прям такой точности тест эмоционального интеллекта Эмин-Люсина называется, Люсин. Тоже можете вбить в Гугле, Яндексе и попробовать пройти. Так. Смотрите, предлагаю структурировать содержание вебинара таким образом. Будем отвечать на часто задаваемые вопросы. И вопрос первый, да, который часто задают наши участники, это: в чем же отличие эмоционального интеллекта от IQ, коэффициента интеллекта? Смотрите, IQ
у нас получается он объективный показатель, да, умственных способностей, которые нельзя изменить. Самое главное, вот нельзя изменить, и коэффициент интеллекта, он предопределяет успех в школе и на работе. Что же такое эмоциональный интеллект? В отличие от IQ, который заложен генетически, да, человек может регулировать и повышать свой эмоциональный интеллект, внимание, на протяжении жизни. То есть это не сразу, да, это не сразу. Это на протяжении всей жизни вы должны повышать свой эмоциональный интеллект через опыт, через негативный опыт, возможно. То есть всю свою жизнь. Угу. Так, едем дальше. Смотрите, очень хороший такой, такая таблица. Без IQ полноценный успех невозможен. Почему? Предлагаю, смотрите, вспомнить принцип Парето. Принцип Парето, он гласит о том, что 80% результатов достигается за счет приложения 20% усилий и наоборот. Да, точнее, лучше сказать не про усилия, а вот про факторы. Тут почти то же самое. 80% эмоций, да, а достигает там 20% мыслительных процессов и логики. И что происходит, допустим? Происходит вот наше традиционное рубить с плеча. Мы действуем на эмоциях, да, вот наши эмоции преобладают, мыслительные процессы куда-то ушли в сторону, мы осознаем ситуацию, оцениваем ее на эмоциях и тем самым принимаем решение тоже на эмоциях. Что происходит? В результате возникают такие случаи. Мы накричали на сотрудника, да, а через 5 минут поняли, что неправы. Да, что мы делаем? В итоге мы теряем уважение среди коллег, доверие к нам падает, с нами стараются вообще реже общаться. Или второе, мы заключили, допустим, контракт и в порыве пытались кому-то что-то доказать и прогорели. Какой итог? Нас называют там недальновидными руководителями, и наш авторитет устремляется к нулю. Или же третье, семейное, да, строго наказали ребенка, а спустя 3 минуты осознали, что зря. Да, итог какой? Контакта с детьми в семье нет, да и вообще что-то у вас там не ладится, и мы чувствуем тупик. Это все вот низкий эмоциональный интеллект. Так, хорошо, смотрите, теперь я предлагаю вспомнить. Вспомните, пожалуйста, вашего знакомого, коллегу, близкого человека, да, возможно, одноклассника, не знаю, вот в Петропавловской школе, как у вас, который обладает, по вашему мнению, высоким эмоциональным интеллектом. Угу. Запишите, пожалуйста, в чате качества, которые определяют, по вашему мнению, и характеризуют этого человека как человека с высоким эмоциональным интеллектом. Почему этот человек имеет высокий эмоциональный интеллект? Прям в чате напишите, кого вы считаете таким человеком. А я буду тоже фиксировать. Так. Близкого человека, знакомого, который обладает, по вашему мнению, высоким эмоциональным интеллектом. Угу. Вспомните такого человека, может, он рядом. Так, Феодосия Матвеевна, ага, родители, мама. Так, Феодосия, а почему вы считаете, что это мама? Какие качества она имеет, по вашему мнению? В чем это проявляется, высокий эмоциональный интеллект? Так. Может, у Юлии, у Иры есть какие-то. Так, Ира пишет, грамотный специалист, здравомыслящий. То есть это, получается, ваш коллега, коллеги. Так, Петропавловская школа, доброжелательность, доброта, рассудительность, честность, активность, трудолюбие, порядочность. Так, это, ага, Ирина пишет, да, коллега. Так, а у Петропавловской школе это вы кого охарактеризовали? Феодосия Матвеевна пишет, очень эмоционально отзывчивая. То есть эмпатийный человек, да, насколько я поняла. Так, Юлия Узорова пишет, директор. Юлия, какие качества у директора проявляются? Почему вы считаете его или ее
с высоким эмоциональным интеллектом. Петропавловская школа пишет одноклассника. Какой хороший одноклассник. Ага. Так. Мгм. Ну, я думаю, вы потом продолжите писать, мы пока на этом зацикливаться не будем. Мгм. Так, ага, Юля пишет, ага, отметила выше, вижу. Светлана пишет, умение считывать людей и проявлять гибкость во взаимодействии. Хорошо. Отлично, спасибо большое. Мгм. В принципе, да, действительно, вот то, что вы отметили, это является одним, да, действительно из качеств высокого эмоционального интеллекта, что очень здорово, что вас окружают такие люди. Смотрите, зачастую люди спрашивают, зачем же развивать свой EQ? EQ — это у нас эмоциональный интеллект. Здесь не очень хорошо видно, давайте я вам зачитаю. Зачем развивать свой эмоциональный интеллект и польза для разных сфер жизни? Для сферы тела, да, что же может быть? Умение отключаться от ума во время отдыха, да, внимательное отношение к ощущениям тела, умение предотвратить болезнь. Больше наслаждения от естественных радостей жизни, вкусная еда, свежий воздух, тишина, здоровый сон. Ага, умение поднимать свой физический КПД. КПД — это, получается, коэффициент полезного действия за счет согласования рабочих нагрузок и биоритмов. Затем сфера внутренний мир. В внутреннем мире способность понимать себя, становиться осознанней, да, а не просто копаться в себе, способность слышать интуицию в понимании жизненных событий, также способность оставаться внутренне сбалансированным в ситуациях стресса. Посмотрим сферы деятельности. Здесь получается у нас усиление бизнес-интуиции, да, умение предчувствовать тенденции бизнеса, ситуации на рынке. Затем у нас имеется способность принимать эффективные и сбалансированные бизнес-решения. Умение понимать эмоции, потребности партнеров, клиентов, персонала, предотвращение, профилактика эмоционального выгорания на работе. Последняя сфера — контакты. То есть мы способны меньше раздражаться, быть более продуктивным в ситуациях трудного общения, мы можем выходить из ситуации манипулирования, можем способность конструктивно решать конфликты и уметь сохранять свою целостность в ситуациях эмоционального вампиризма. Теперь вопрос следующий. Скажите, опять в чате, обозначьте вот сферы, над которыми именно вам хотелось бы работать в дальнейшем. Вот мы определили сферы тела, деятельность, внутренний мир, контакты. Да, ваша задача сейчас оценить уровень развития каждой из этих сфер. Как вы считаете? Над которыми именно вам хотелось бы работать дальше? Сфера тела, сфера внутренний мир, сфера деятельность и контакт. Пожалуйста, напишите в чат, над которым бы вам хотелось поработать. Так, Юлия пишет внутренний мир. Отлично, так. То есть способность слышать интуицию, да, способность понимать себя, становиться осознанней. Светлана пишет тело. Сфера тела, то есть уметь отключаться от ума во время отдыха, внимательно относиться к ощущениям тела, уметь предотвратить болезни и наслаждаться радостями жизни. Так, хорошо. У кого еще что? У Ирины сфера внутренний мир и контакты. Феодосий сфера деятельность. Хорошо. Петропавловская школа пишет со всеми сферами. Лидия пишет деятельность. У Юлии тело тоже. Отлично. Так, хорошо. Так, если у вас будут возникать еще какие-то мысли по данной табличке, можете тоже писать в чат. Отлично. Получается, у нас все сферы у нас задействованы, то есть мы хотим развивать все. Это отлично. Так, смотрим. Дальше. Смотрите, перед вами 5 ключевых факторов модели EQ. Да, первое — это самосознание. Они самые такие очень важные. Самосознание — это насколько активно человек задается изучением собственного эмоционального состояния. Мы уже говорили о том, что чувство эйфории или подавленность
подавленность, либо беспричинное беспокойство. Человек с высоким EQ, да, эмоциональным интеллектом, понимает, что происходит с ним, да, и как это называется. Допустим, например, не продолжать спор, когда все участники конфликта находятся вот на взводе. Человек с высоким эмоциональным интеллектом знает, что не нужно взваливать на себя слишком много обязанностей, да, в состоянии такой эйфории. Человек с высоким эмоциональным интеллектом знает, что не нужно бояться признаться в себе каких-то чувствах, да, взять за них ответственность. И вот таких не берутся из личного негативного опыта. Просто здесь, именно в сфере самоосознания, здесь требуется очень большое время, да, чтобы именно уловить эту связь между нашими чувствами и последующими действиями. Это огромная работа. Следующий фактор — саморегуляция. Насколько активно человек сознательно проводит положительную самонастройку. То есть высокий эмоциональный интеллект сказывается на том, что мы берем ответственность за нашу жизнь. И в итоге мы отвечаем за весь этот результат всех отношений, рабочих, личных, да, мы не ищем виноватых. Вместо вот перекладывания вины там, на одноклассников, на коллег, да, которые подвели, или, допустим, вторую половину, которая не поняла нас правильно, люди с высоким эмоциональным интеллектом склонны задавать себе вопросы. На каком этапе я недопонял этого человека? На каком этапе это все усугубилось? Что именно я мог сделать лучше? Да? То есть вот эти вот вопросы, они к чему-то все равно ведут. И вот этот вот самоконтроль, он способствует тому, что мы не позволяем негативным эмоциям, гневу, тревоге, усталости сказаться на окружающих, и мы следим за собственной репутацией. Так, следующее — это у нас мотивация. Вообще человек с высоким эмоциональным интеллектом легко обучаем, да, и относится к временным трудностям вообще без какого-то негативного настроя. И вот руководствуясь принципом «не попробуем, не узнаем», да, вот такой вот у него принцип. Он хорошо анализирует свои, да, и чужие ошибки, не самонадеян, и потому вот умеет влиять на настроение группы. И вы, скорее всего, наверняка замечали, что в любом коллективе, да, есть человек, которому нужно немного больше, чем другим. Он охотно делится со всем, да, там, идеи, как провести вечер, он там растит цветы в офисе, он приносит угощения, он без жалоб помогает другим, он там берет на воспитание стажеров, допустим. Все вот это вот так или иначе, это пример мотивации на рабочем месте. В личной жизни это все работает примерно так же. Да? Мы знаем людей, которые всегда позвонят первыми, выберут какое-то новое место для общего ужина, там, закажут групповую поездку, пригласят на свидание, никогда не забудут о дне рождения. Вот все это тоже признаки эмоционального интеллекта. Так, посмотрите, пожалуйста, небольшое упражнение, которое вы можете потом себе взять. Упражнение на развитие мотивации. Мы уже сказали, что сердце эмоционального интеллекта — это наша собственная мотивация. И здесь правило простое. Если ты не знаешь, чего хочешь сам, ты не можешь мотивировать другого, сотрудника, одноклассника, ребенка, близкого человека, любого. Если ты не знаешь, чего хочешь сам, ты не можешь мотивировать. А мотивация — это такие внутренние моторы, которые заставляют идти вперед и выходить вот из зоны комфорта. Человека нельзя вот мотивировать извне. Можно только вот создать условия, в которых внутренние моторы вот заработают. Чтобы осознать вот свои мотивы, нужно вот проделать серьезную внутреннюю работу. И для некоторых людей это становится путем длиною в жизнь. Как же можно определить свои мотивы? Постарайтесь себе задать вопрос «почему?», да? Причем последовательно 5 раз, и сами на него отвечайте прямо. Например, вот есть хороший пример «почему для меня важно развитие?», да? Так, почему я хожу на работу, точнее? Почему я хожу на работу? Потому что это мое развитие. Дальше, почему для меня важно развитие? Чтобы доказать себе что-то, что-то. Затем, почему мне нужно доказать себе? Мне важно быть достойным чем-то, чем-то.
Затем, почему мне важно быть достойным, я смогу позволить себе и тому подобное. И в конце, почему мне важно позволить себе, чтобы чувствовать себя свободным и делать то, что я люблю. И в конце появляется небольшой ответ, чего уже вы на самом деле хотите. Эти простые вот 5 вопросов и ответов вот дают некое видение своих глубинных мотивов к действию. И, кстати, есть еще один хороший вопрос, который много объясняет, что бы я делал даже без денег. Попробуйте потом, после вебинара, задать себе этот вопрос, что бы я делал даже без денег. Вот последовательно 5 вопросов. И найдете ответ. Хорошо, так, дальше идем. Эмпатия. Эмпатия в целом это у нас некое считывание невербальных знаков, то есть способность понимать, что чувствуют и думают другие. Правило не кричать на плачущего ребенка или не вести долгие споры с агрессивно настроенными людьми — это базовое правило эмпатии, которое вот помогает сократить напрасно потраченные усилия. Например, скажем, опять возьмем пример из работы, да, менеджер, который слышит подчиненных и дает им инструменты для роста, для развития, он проявляет себя как эмпатичный лидер. Почему? Потому что он чувствует запросы других, помогает им реализовать свой потенциал. И человек с развитым эмоциональным интеллектом, он уважает слабые места, он помнит о травмах, он не сталкивает конфликтующие стороны, он видит иерархию и умеет с ней считаться. Опять-таки, давайте посмотрим небольшое такое упражнение на развитие эмпатии. Так, мы говорили о том, что эмпатия — это умение замечать и правильно оценивать эмоции окружающих. И вот из всего того, что я перечислила, эмпатию можно выделить на 3 уровня. Да, первое — это понимание точки зрения другого человека. Второе — это определение эмоций, которые испытывает собеседник. И третье — это подбор уместной реакции, так скажем, на какую-то ситуацию. Как можно развить у себя эмпатию? Для этого упражнения, скорее всего, опять-таки после вебинара попробуйте. Вам потребуется напарник. Да, это может быть родственник, одноклассник, друг, коллега, просто человек, который готов вам помочь и выделить 20 минут своего времени. Вот выберите удобное место, спокойную обстановку, продумайте тему вашей беседы, да, не обсуждая ничего такого болезненного, и вот последовательность обсуждения. Через 5 минут, да, после начала разговора поставьте себя мысленно на место этого собеседника. Прочувствуйте вот все, что может сейчас его волновать, какие эмоциональные импульсы он ощущает. Именно вот держите свое внимание в фокусе и запоминайте вот каждое вот чувство. Затем через 10 минут мысленно переместите себя в позицию наблюдателя. Сделать это будет проще, если вы, допустим, представите, что смотрите на беседу как будто из верхнего угла комнаты. Обратите внимание, как изменилась вот именно ваша реакция на слова, насколько внимательно вы слушаете собеседника. И вот многие говорят, что при этом обостряется восприятие. Да, если до этого им как будто демонстрировали кино плохого качества, то теперь там появляются яркие краски, фокус, резкость, и предлагают повторять это упражнение по крайней мере там раз в неделю, потому что навык эмпатии, он нарабатывается тоже. Тоже попробуйте это упражнение после вебинара. Так, и последнее, навык общения. То есть все вот вышеперечисленные зоны влияния эмоционального интеллекта, они подводят нас к главному, в том, что вся эта совокупность качеств помогает нам лучше понимать людей, да, не питать каких-то по отношению к ним неоправданных ожиданий, не требовать от себя, от других больше, чем в наших силах, допустим, не становиться заложником эмоций, не поддаваться групповому влиянию, да. И вот люди с высоким эмоциональным интеллектом, они чаще всего умеют вербально обозначить приоритеты, да, не ждут, что их эмоции будут угаданы, они редко скатываются в пассивно-агрессивное поведение, и чаще всего вот опять-таки я-сообщение,
да, говорят от своего лица. Навыки, вот, допустим, общения, эмоциональный интеллект, он помогает объединять людей, да, помогает инициировать какие-то перемены и необходим, если требуется, допустим, подойти к конфликту осознанно, да, разрешить его без взаимного обвинения, да, невыгодного компромисса. И человек с высоким EQ, он выберет искренний разговор между конфликтующими сторонами, он не будет избегать роли посредника, а поможет, наоборот, высказать взаимные претензии, выработать там стратегию вот, дальнейших действий. Это все о человеке с высоким эмоциональным интеллектом. Так, идем дальше. Смотрите, посмотрим EQ в работе. Тоже очень быстро. Так, какую роль играет эмоциональный интеллект, допустим, для бизнеса и компаний? Факторы высокого эмоционального интеллекта по результатам исследования черты эмоционального интеллекта, которое было проведено в Лондонской психометрической лаборатории в 1998 году. И профессор Петридис, он обозначил несколько факторов. Первый — это высокий эмоциональный интеллект позитивно влияет на работоспособность. Второе — люди с высоким эмоциональным интеллектом способны более четко определять эмоции через мимику лица. Люди с высоким уровнем эмоционального интеллекта не подвержены страху и не склонны к тревожным размышлениям. Второе. Ученики с высоким уровнем эмоционального интеллекта пропускают меньше занятий в школе по неуважительным причинам. И последнее. Женщины с высоким эмоциональным интеллектом более довольны своей внешностью, они также менее склонны к привлечению индекса массы тела и разницы между желаемым весом и действительным. Вот такие вот факторы указали у нас в Лондонской психометрической лаборатории. Тоже очень интересно. Давайте просмотрим дальше. Как высокий эмоциональный интеллект поможет повлиять, допустим, на сотрудников компании и как низкий. Давайте начнем с высокого. Первое, да, сотрудники у нас, получается, происходит увеличение скорости, да, в принятии решений, повышение стрессоустойчивости, повышение гибкости компании по отношению к контрагентам и сплочение коллектива, которое ведет к росту производительности труда. Да, низкий эмоциональный интеллект, допустим, у сотрудников компании — это обвинение других, это неумение выслушивать критические отзывы, да, это применение пассивно-агрессивной, да, или пассивно-агрессивной коммуникации. И лидеры чаще всего, это начальники, руководители, они не прислушиваются к подчиненным и отстраняются от них. Это все вот признаки низкого эмоционального интеллекта. Так, в итоге какая польза от IQ на рабочем месте? Первое, то, что коллективы, в которых эмоциональный интеллект высок, имеют более высокую производительность, потому что специалисты, они лучше взаимодействуют между собой. В компаниях, где этот показатель низкий, отмечают более высокую текучку, низкую производительность и снижение продаж. Да, о том, что дела, допустим, с эмоциональным интеллектом в коллективе обстоят плохо, свидетельствуют вот эти вот частые вспышки гнева сотрудников, это конфликты, это сплетни, это непонимание специфики работ там, соседних отделов, там, конкретных коллег, а также вот сложности во взаимодействии, там, допустим, с заказчиками, подрядчиками, да? И клиентами. Второе. Посмотрите, пожалуйста, очень тоже такой хороший факт. В книге «Другой разум», да, эксперты в области эмоционального интеллекта Харви Дойншторф, благодаря вот данным, проведенным в Ельской школе менеджмента, они поняли, что 24% опрошенных сообщают, что постоянно чувствуют раздражение на работе. И Дойчендорф отмечает, что сотрудники могут давать только то, что получают сами. Да, логично подумать, что эти сотрудники, бедные сотрудники, принимают только то, что, вот, допустим, начальник постоянно раздражается на работе, и это как цепь, да, идет. Начальник раздражен, коллеги раздражены, и ты раздражаешься сам. А вот здоровая корпоративная культура — это прямой путь к довольным клиентам. Смотрите, давайте разберем некую ситуацию небольшую, которая, скорее всего, тоже вам знакома. Проблема такая. Работник
да, или руководитель, он стремится решить, да, решать все вопросы и вникать во все сразу. Из-за этого его производительность падает. И в момент активного роста компании проблема особенно заметна. Как вы считаете, что это за работник? Почему у него там, допустим, ну вот причины, да, почему он так себя ведет? Попробуйте, пожалуйста, определить в чате. Тут нет правильного или неправильного ответа, просто на ваш взгляд, почему работник пытается стремиться вопросы сразу, вникать все сразу, а из-за этого у него вот производительность так падает. Как вы считаете, почему? Кроме того, что у этого человека низкий эмоциональный интеллект, допустим. Попробуйте написать в чат. Так. Так, в чате Денис пишет, эмоциональный интеллект у меня низкая, походу. Но это не сразу так, конечно. Ага. Так, Юлия пишет, хочет зарекомендовать себя перед руководством. Так, есть такое тоже. Хочется рекомендовать себя перед руководством. Такое тоже имеется. Еще какие? Считает себя главным, не доверяет сотруднику. Кстати, да, молодцы, Петропавловская школа. Тут тоже идет речь о недоверии сотрудников. Да? Не справляется с нагрузкой, которую взял на себя. Это есть. Возможно, он не имеет семьи, личной жизни. Так, здесь уже пошло оценивание. Берет себя ответственность излишнюю. Да, он берет. Очень огромную ответственность. Так, хорошо, давайте посмотрим. Если есть какие-то мысли, тоже продолжайте писать в чат. Да, какое тут решение? В такой ситуации, да, допустим, для специалиста важно признать свои переживания, да, мешающие вот делегировать полномочия. Например, у такого сотрудника, вот которого мы сейчас только что увидели, это страх потерять контроль, да, или избыточное желание одобрения, которое ведет к непродуктивному перфекционизму. И вот авторы книги «Вдохновляющий лидер», если вы его читали, они приводят статистику, где 80% руководителей не отдавали себе отчета вот в собственных навыках и талантах. И по мнению авторов, успешный руководитель знает свои пробелы, он окружает себя сотрудниками, которые дополняют его и друг друга. И вот высокий уровень самопознания, он позволяет сформулировать собственные сильные и слабые стороны, да, чтобы заняться тем, что получается лучше всего, а не тратить там ресурсы зря, допустим. Ситуационное лидерство. Ситуационное лидерство, по-другому ситуационное руководство. Это такой, знаете, метод управления персоналом, да, при котором руководитель подбирает стиль управления в зависимости от ситуации. Под ситуацией в данном случае стоит понимать соотношение поставленной задачи и вот уровень компетентности, мотивации сотрудника, который будет он выполнять. И основную вот эту вот идею ситуативного лидерства заключается в том, что все люди разные, и для достижения наилучших результатов они требуют различного подхода, да, со стороны вот непосредственно руководителя. Вот впервые такую теорию о ситуативном лидерстве была вот выдвинута учеными Кеном Бланшером и Полом Херси в 1960 году. В теории о ситуативном менеджменте говорится вот о 4 стилях лидерства, да, которые необходимо применять в зависимости от 4 стадий развития сотрудника. И основная задача руководителя — правильно подобрать нужный стиль. Да, для этого требуются такие качества, как диагностика, гибкость, партнерство. Вот это вот 3 ключевых навыка лидера. И владение вот такими навыками покажет ваш высокий эмоциональный интеллект. Давайте по-простому скажем, что 4 стиля управления, да, в зависимости от ситуации и уровня развития сотрудника по отношению к задаче. То есть у нас существует сотрудник, да, обозначим его как P1. Этот сотрудник не может, но хочет, да. P2 — это второй сотрудник, не может и не хочет, да. P3 — это может, но не хочет. P4 — это 4-й сотрудник, может и хочет.
Да? Это тоже относится и, допустим, к школьникам. Да? Не может, но хочет, не может, не хочет, может, но не хочет, и может, и хочет. Мгм. Так, смотрим. Вот так, теперь видно, да? Мгм, хорошо, стили лидерства. Какие вот то, что вот мы сейчас обозначили, да, пожалуйста, закрепите у себя. Мы потом ее будем соотносить со стилями лидерства. Какие существуют стили лидерства? Первый стиль — это директивный стиль, лидерство путем приказа. То есть здесь лидер дает конкретные указания и следит за выполнением заданий. Да, и основной способ этого лидерства — это жесткая постановка целей и приказов. То есть директивный стиль, где руководитель, начальник говорит, указывает, направляет. М? Существует второй стиль, наставнический, или лидерство путем продажи идей. То есть здесь руководитель, он дает указания и сам следит за выполнением заданий. Мгм. Но при этом объясняет принятые решения вот подчиненному, он предлагает высказывать свои идеи и предложения. То есть здесь стиль наставнический, он имеется в виду, что здесь начальник или руководитель объясняет, проясняет и убеждает. Третий стиль — это поддерживающий стиль или лидерство путем участия вот в организации процесса работы. Здесь лидер именно поддерживает, он помогает своим подчиненным, да, в их работе, он участвует в процессе принятия решений, но решения здесь принимаются в большей степени подчиненным. И здесь лидер поощряет, участвует, сотрудничает. И последнее — это делегирующий стиль, да, или лидерство путем делегирования. То есть здесь лидер передает полномочия, права и ответственность вот другим членам команды. Он делегирует, здесь наблюдает, отслеживает и завершает. Такие вот стили лидерства. И неспроста я вам сказала запомнить, закрепить первый слайд, который мы видели. Теперь давайте попробуем его соотнести. Допустим, к сотруднику, который, или, допустим, к школьнику, который не может, но хочет, подойдет стиль директив. Да, для сотрудника уровня P1 мы четко ставим задачу и даем инструкции, да, потому что наш сотрудник, да, или школьник нуждается в контроле. Потом второе. Сотруднику не может и не хочет, подойдет больше стиль наставнический. Да, сотруднику уровня вот P2 нужны и директивы, да, то есть где мы ставим задачу, даем инструкцию, и поддержка лидера, да, поэтому будет вот оптимальным наставнический стиль. То есть мы натаскиваем сотрудника, повышая его профессионализм. К третьему сотруднику может, но не хочет, подойдет стиль поддержка. Да, лидер выбирает поддерживающий стиль, чтобы сотрудник осознал, что ему позволяет быть самостоятельным. Да, его идеи находят отклик, да, и конвертируются в рабочие успехи. И последний, да, последнему нашему сотруднику может и хочет, подойдет стиль делегирования. То есть и наш сотрудник уже в принципе мотивированный, в принципе опытный, он способен решать какие-то задачи, поэтому здесь больше применяется делегирование. Да, просто наблюдаем, да, просто поддерживаем, грубо говоря. Смотрите, вот все то, что вы видите перед собой, это пример, это просто обычный пример. То есть понятное дело, что у вас могут обстоять дела совершенно по-другому, да, у вас на работе, но эта таблица может служить для вас как заметка. Вообще вот для того, чтобы понять, какой из 4 стилей управления применять, допустим, к сотруднику или к школьнику, да, необходимо уметь диагностировать проблемы ваших, допустим, подчиненных. И для успешного выполнения вот любой деятельности необходимо, чтобы сотрудник обладал вот необходимыми компетенциями, и чтобы, самое главное, он был заинтересован в выполнении задач. То есть он должен быть сам замотивирован, сам хотеть этого. В принципе, вы можете потом эту табличку себе сохранить, заскринить. И давайте посмотрим очень быстро, как развивать, допустим, эмоциональный интеллект внутри компании, да, в работе. Это у нас тренинги. Да, тренинги должны научить выражать свои эмоции словесно, спокойно решать сложные ситуации и вот предотвращать эмоциональные взрывы.
Деловые игры, да, сессия какая-то, допустим, на развитие эмпатии, понимание эмоций, эмоционального интеллекта в целом. И третье, это, конечно, скорее всего, больше подойдет к школе, это упражнения, настольные игры. То есть упражнения, игры, которые учат осознанному восприятию эмоций, умению принимать, не бояться. То есть, если вбить в поисковике, по-моему, настольная игра «Эмоциональный интеллект», там есть очень хорошая игра в виде такой настолки, где есть карточки, и в каждой карточке есть задание, то есть покажи какую-то эмоцию, да, допустим, вот именно выполнение задания, что очень даже хорошо. Как развить EQ у себя, допустим? Это, конечно же, изучать себя. Да, помните, мы видели упражнения на эмпатию, на мотивацию, это то же самое. То есть записывать какие-то события и то, какие эмоции они у вас вызвали. Определить, допустим, как ваш организм реагирует на разные эмоции. То есть тоже вы можете записывать у себя, как вы ведете себя во время стресса, что вам хочется плакать или, напротив, там, крушить все вокруг, что происходит, когда вы устаете. Это тоже вы можете записывать в себя. Развивайте эмпатию. Да, тоже выполняли упражнения, попробуйте так же, да, после вебинара. Чаще ставьте себя на место других. Пытайтесь представить, какие эмоции испытывает этот человек, как ему можно помочь. И четвертое, умейте владеть чувствами, то есть это мониторинг внутреннего разговора. Тоже осознать, что именно скрывается за чувством, да, что именно скрывается за обидой, там, что лежит в основе вашего гнева. Это все вот внутренний разговор, анализ. Это действительно очень сложная работа. Так. И вопросы для самопроверки. Если вы хотите узнать, насколько у вас развит эмоциональный интеллект, попробуйте тоже для себя ответить на вопросы, много ли я критикую, принимаю ли я чужую точку зрения, обвиняю ли я других в своих ошибках, скрываю ли я свои истинные эмоции и могу ли я поставить, допустим, себя на месте другого. Там, если у вас больше 3 «да», то, скорее всего, у вас эмоциональный интеллект пока еще не развит, и вам нужно будет его нарабатывать. То есть начинать изучать эмоциональный интеллект следует с вопроса «кто я есть?» и только затем, что я чувствую. Так. И тоже такой небольшой, если у вас есть Telegram. Вот данным ботом я пользуюсь недавно, он очень удобный. И если вы зарегистрированы в Телеграме, то рекомендую его попробовать. Этот бот помогает развивать эмоциональный интеллект с помощью несложных каждодневных действий. Он сам напоминает о себе в заданное вами время. Вам необходимо будет просто ответить на вопросы. Да? Допустим, он спрашивает, что ты чувствовал в какой-то ситуации, которая, допустим, произошла на неделе. Да? Какие эмоции возникли. И вот по итогу использования бота вы увидите, какие эмоции вы чаще всего испытывали за месяц. Да? Допустим, он дает как отчет, как картину вашего эмоционального фона. И затем вы уже понимаете свою осознанность, чем, да, как управлять эмоциями и тому подобное. И вот, допустим, что же происходит, если у вас высокий эмоциональный интеллект? То есть вы видите, да, о том, что наши мыслительные процессы, логика и эмоции, они согласованы. Да? То есть они согласованы, и мы уже принимаем решения уже осознанно. Мы уже оцениваем ситуацию без эмоций каких-то, да, и принимаем решения. И принимаем решения. То есть эмоциональный интеллект помогает понять эмоцию, объясняет причины эмоций и управляет эмоциями, предотвращая негатив. И напоследок такая небольшая по традиции литература. По традиции, которые могут помочь изучить эмоциональный интеллект еще ближе. Начать знакомство с эмоциональным интеллектом, конечно, стоит с книги Дэниела Голмана «Эмоциональный интеллект». Почему он может значить больше, чем IQ. И в этой книге вы можете там узнать, как, откуда и почему эмоциональный интеллект важен для людей, для чего очень важно развивать его с детства. Также этой серии я рекомендую прочитать «Эмоциональный интеллект» авторов Сергея Шабанова.
Да, здесь идет именно о российских практиках. Тут много внимания уделено работе с эмоциями, с осознанием, управлениями. Еще в книге очень много примеров из опыта авторов и вот из мирового бизнеса, а также большое там количество практических упражнений, что есть и в остальных книгах. Это сила эмоционального интеллекта, эмоциональное лидерство и эмоциональная гибкость. А в школе я порекомендовала прочитать именно эмоциональную гибкость, потому что там очень такими написано простыми словами. Мгм. Так, ну и в конце хотелось бы отметить, смотрите, мы уже вот завершили наш вебинар, я вижу один вопрос, который у нас в чате. Стоит ли развивать эмпатию, не приведет ли это к выгоранию? Эмпатия, скорее, вы имеете в виду, ну здесь смотрите, вы имеете в виду границу, да, насколько я поняла. То есть если я сочувствую человеку, я должна дать ему всю себя, и это должно привести к выгоранию, это то, что вы имеете в виду? Или как? На самом деле развивать эмпатию очень стоит. И развивать эмпатию нужно с детства. Да? Это не должно привести к выгоранию. Вы должны его развивать так, чтобы это не привело вас к какому-то выгоранию. Да? То есть вы не должны посвящать всю себя, допустим, человеку. А руководитель, лидер может в себе сочетать несколько стилей. Да, конечно, он может сочетать себе там, то есть получается нет такого, что лидер, и у него существует только один стиль. Он может применять несколько стилей, но опять-таки смотрите, это зависит не от самого лидера, а от подчиненных, какие они. Да, нужно увидеть, характеризовать это все. Угу. Так, про профессиональное выгорание. Нет, это не приведет к профессиональному выгоранию, если вы будете соблюдать границы, да? То есть развивать эмпатию, конечно, стоит, но это не желательно, если вы посвящаете, допустим, всю себя. Так. 4 стиля управления. Ага. Так, хорошо. Если у вас возникают еще какие-то вопросы, можете пока писать в чат. А в конце я бы хотела отметить, что помимо вебинаров по эмоциональному интеллекту, наша высшая школа инновационного менеджмента, она открыла еще онлайн-школу, где вы сможете вот полностью вовлечься в процесс, да, много практиковаться, самостоятельно разрабатывать авторские курсы, допустим, чтобы в последующем их реализовать и внедрить. И вот в настоящее время у нас завершается первая онлайн-школа по фасилитации, где вот 11 выпускников уже получат свои удостоверения о повышении квалификации и начнут внедрять уже у себя. И вы тоже можете, в принципе, присоединиться, выбрав любой курс, и после вебинара обратиться напрямую ко мне. Опять-таки, смотрите, в школе личной эффективности, если вас заинтересовал эмоциональный интеллект, его можно очень подробно изучить именно в рамках вот этой вот школы личной эффективности «Прокачай себя за 5 дней». Да, то есть тут получается и тайм-менеджмент, и публичные выступления, эффективные коммуникации, управление конфликтами. И в завершение, конечно, еще раз хочется поблагодарить и поздравить нашу точку кипения за возможность встретиться и быстро обучиться. Мы им желаем больших побед, развития, больше крутых идей, их реализации. И в конце, по итогам, хочу сказать спасибо каждому, кто присоединился. Я надеюсь, что то, что мы сегодня усвоили, вы постараетесь применить на практике и в жизни. И те, кто действительно хочет правильно развить свой эмоциональный интеллект, я рекомендую побольше изучать его, ходить на тренинги, курсы, читать, и тогда я уверена, что у каждого из вас все получится. Поэтому спасибо большое, что уделили время. Я желаю всем вам больших успехов в обучении, а самое главное, вот крепкого здоровья. Если у вас возникают еще какие-то вопросы, вы можете обращаться напрямую ко мне по номеру телефона. Спасибо большое. Спасибо, Лора, за теплые слова. И также напоминаю, что наш сегодняшний вебинар вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале «Точка кипения Якутск». Можете в YouTube также забить. Сегодняшнее мероприятие мы выложим, также ранее, которые проводили мероприятие, там все есть. И также можете подписаться на наш Telegram-канал, там мы анонсируем будущие мероприятия. И также вы можете следить на сайте Лидер ID.
Мгм. Всем спасибо за сегодняшнее участие. Лоре отдельно Спасибо. спасибо. До Спасибо новых большое. встреч. До свидания. Всем до свидания. Спасибо всем.